Как тебя зовут? Вова. Ну давай бей сюда, вот левый, правой. Правый? Да. Левый, а вот левый. Раз, два. Жестче, раз, два. Ну, раз, два, раз, два. О, раз, два. Вот так. Вова, понял? Возможно, именно так 18 лет назад заслуженный тренер России Михаил Мартынов и познакомился со своим лучшим на сегодня учеником Владимиром Никитиным. Это за него мы переживали на Олимпиаде в бразильском Рио. Это именно им, парнем из сыктывкарского местечка Максаковка, мы гордились после тяжелой, но вполне заслуженной бронзы. Важно знать, что своего первого тренера, трехкратный чемпион России Владимир Никитин, не забывает и сегодня. Приезжал он сюда, мы пообщались, он сказал, что я уезжаю в Америку, заключил там контракт, вот, в хорошую школу поехал в Лос-Анджелес, там все боксеры высокие, знаменитые, хорошие тренера, и я думаю, что скоро он будет боксировать, и будет у него успехи, результаты, несомненно. Звание «Заслуженный» Михаил Мартынов получил в прошлом году и теперь напрямую связывает его с выступлениями своего протеже. Сегодня первый наставник олимпийского призера по-прежнему в строю. Открытый урок или мастер-класс – это своеобразная визитная карточка бокса, его манящая привлекательность. Все, левая ручка работает, вперед идет. Поджимайте, посвободнее стали, поджимайте ко мне, поджимайте. Пятнашки ногами, бой с тенью, отработка техники ударов – это все базис нашей школы бокса. И пусть для мальчишек из спортивно-развлекательного лагеря «Футбик» это не профильный вид спорта, надеть перчатки и встать в стойку захотели практически все. Бой с тенью, где уже спортсмены, уже поработав перед зеркалом, поработав и зная там какие-то свои задания, либо ошибки, начинают отрабатывать самостоятельно. Вот посмотрите, они постоянно двигаются из стороны в сторону, то есть в левую, в правую, то есть они смещаются постоянно. Когда говорят, что мастер-классы это только для любителей, боксеры-разрядники знают все, не верьте. Мастер спорта Дауд Алаев занимался наравне со всеми. Говорит, получить совет от заслуженного тренера для него очень ценно. Впереди много важных стартов. Сейчас будем готовиться на соревнования. У нас с 3 сентября по 9 декабря будет проходить ТЦС «Динамо», выход на Россию. Потом в августе мы поедем на сборы, подготовимся хорошо, думаю, уже восстановлюсь как раз к этим соревнованиям после сборов и надеюсь попасть в этом году на Россию. Возможно, кто-то из этих ребят все-таки захочет пройти длинный путь боксера от чемпиона школы до профи. Михаилу Мартынову 67, но возраст здесь не помеха. Этот тренер точно знает, как готовить чемпионов. Владимир Никитин тому подтверждение. Максим Васильев, Дмитрий Ведерников, телеканал Юрган, Сыктывкар.